Добрый день. Сегодня у нас в гостях шеф-повар московского ресторана «Южаня» Булат Ибрагимов. Мы пригласили Булата, чтобы он рассказал нам о татарских продуктах, о лучших татарских продуктах, которые могут только быть. Потому что Булат из Казани. Да, и Булат татарин. И Булат татарин. У Булата в Казани был ресторан современной татарской кухни «Кама», к сожалению, закрывшийся. Но кто знает, что будет в будущем. Как по-татарские продукты? Ашам лаклар. Вот, именно их мы сегодня будем пробовать. Я хотел бы сказать, что это не все, конечно же, татарские продукты, но я все-таки выделил. Что ты имеешь в виду, не все татарские? Они не все татарские или нет, в смысле, это не все многообразие? Это не единственный продукт, который используют татары у себя на кухне. Просто это одни из моих любимых, и которые можно встретить в основном только в Республике Татарстан или в соседних республиках, которые раньше были так или иначе связаны между собой. Все, что ты ешь, даже без хлеба. Да, тут не хватает хлеба, но без хлеба тоже вкусно. Тоже очень вкусно. Ну-ка расскажи вкратце, что это такое. Просто назови, а потом мы будем подробно все объяснять. Это корт, я так понимаю, да? Как ты сказал? Корт. Ну да, то есть нельзя говорить «о», надо говорить «корт». Крт. Корт. Крт. Нет, это не «ы» и не «о», а это «корт». Крт. Так, а это? Это тоже что-то из крт. Это кортламай. Кортламай, кортное масло. То есть это масло из корта, условно говоря. Здесь это каймак, или свежие сливки, или крем-фреш, как угодно. Это мед гречишный. Это талкыш каляве, Лилиапа, привет. Топленое масло. Топленое масло. А вот это вот что? Козы я вижу, да. А это? Это козылык, а рядом с ним это конская грива или конский загривок. Это именно жир. Вот у коня грива, она состоит из жира, да, как в принципе и горб состоит из жира у верблюда. И этот жир, как и курдючный жир, как и сало у свиньи, оно имеет свои собственные характеристики, которые позволяют его солить, коптить и делать из него, скажем так, деликатесы. Это татарский вареный гусь. Давай начнем, может быть, с гривы как раз, или логичнее начать вот с молочного? Нет, это все-таки десерт. Десерт? Да, хорошо, конечно. Значит, давай тогда с гривы начнем. Вот смотри, это, условно говоря, как видно, да, это какой-то длинный кусок сала, да, вот здесь мы видим немножко мяса. В основном грива состоит из жира. Так. Да, если вот мы сейчас отрежем кусочек, то мы увидим практически его как бы... И это вот жир. Да, это не мясо. Это все жир, но это не внутренной жир, а это жир именно вот с подобный жиру с курдюка. Нет, надо лучше вот съесть вот этот кусок взять. Вот почему? Потому что... Удобнее, да? Да, тебе будет удобно просто. Это то, что едят татары вместо сала, что ли? Что это такое? Для чего это нужно? Ну смотри, едят, потому что надо есть все животное целиком. Ты знаешь об этом, да? Что когда еще кочевые татары забивали целого коня, то не было такого, что они, знаешь, выбрасывают шкуру, выбрасывают кости, едят только рибай, только его тонкий край, а все остальное выбрасывают. Они, естественно, использовали как бы всю тушу и использовали в том числе и гриву. И они поняли, что у гривы есть свои собственные характеристики, как ты сейчас понимаешь, несмотря на ее как бы текстуру, жир внутри очень приятно тает и обволакивает твою ротовую полость. Ну, он такой плотный. Да. Что-то наподобие очень хорошего сала или очень хорошего копченого курдюка в Узбекистане, например. Но это не часто встретить, на самом деле, на столе у обычного татарина, потому что так сложилось, что татары почему-то сейчас достаточно брезгливо относятся к субпродуктам. Грива это так или иначе субпродукт. То есть с каким-то на определенном этапе развития нашей культуры еды татары начали, скажем так, брезговать. Раньше, знаешь, делали тутырму. Тутырма это такая, условно говоря, колбаска, да? Которая была наполнена потрохами бараньими, там, или конскими, или говяжьими, там, телячьими. С какого-то времени татары начали любить только мясо без жилок, мясо парное обязательно, понимаешь, телятина, не говядина, а телятина. Вот, все такое прямо, что называется, fine такое. То есть сливки должны быть супер свежими, понимаешь, никакой ферментации, ничего такого. И поэтому, в принципе, сейчас не так часто встретишь загривок коня на столе как бы обычной татарской семьи, скажем так. Вот. Но, тем не менее, он имеет место быть, и это достаточно интересный продукт.
благодаря которому недавно один повар из Татарстана выиграл. Конкурс молодых поваров. Да, конкурс молодых поваров. Ну как тебе, скажи, что ты скажешь? Он плотнее, чем сало, такой прям какой-то упругий, такой твердый, как будто в нем тоже есть какие-то мускулы в этом сале, в этом жире. Да, конечно, есть. Как это едят обычно? Вот так нарезают тонко? Да, тонко нарезают, и как очень часто его пьют, точнее едят с кусочком хлеба и запивают его сладким горячим чаем. С молоком? Ну, это как бы на выбор, да? На выбор, да. Просто я пил татарский чай с молоком, мне очень понравился. Вопрос из зала? А вот меня касательно коней вопрос такой. Бывают породы, мясные, молочные, явно бывают беговые какие-то там. Да, естественно. Есть вкусные кони? Конечно. Какие кони вкуснее, да? Нет, ну, нет, есть, конечно же, кони, которые выращиваются для мяса, и кони, которые выращиваются для того, чтобы участвовать в, ну, там, скачках или скакать, условно говоря, по... То есть, есть кони, которые используются как транспорт, да, как бы это ужасно не звучало. И есть конины, которые используются как продукт питания, да. Так что, специальные конские фермы, где кони ничего не делают, только едят, что ли, правда? Да, есть в Татарстане такие фермы, которые кони подвешиваются, и в них втирают бальзам бугульму, и это кони вагю. Вот. Им ставят национальную татарскую музыку в фермах, и они танцуют подвешенные. Да, они танцуют подвешенные, а потом из них получается такая вот прекрасная грива. Это шутка на самом деле. Что именно ты назвал сейчас шуткой? История про то, что есть такие не подвешивают. Фермы. Не подвешивают. Ну, есть просто фермы по Татарстану, в которых выращиваются конина именно для мяса, для убоя под мясо. Я уверен, что его можно использовать как, например, какой-то... Ну, жарить на нем можно? Да, можно на нем жарить, или, например, использовать как компонент некоего салата, или некой закуски, например. Например, это можно использовать как кусок сала на бутерброде. Это можно использовать как угодно, на самом деле. Это зависит только от степени собственной извращенности в кулинарии. Ты можешь из него сделать десерт, например. Почему нет? Попробуй. Попробуй, да. Я тебе... Козылык, перейдем к козылыку. Почему, вот скажи мне, объясни мне разницу между козылыком и козы. Какая разница? Или это одно и то же? Ну, я не знаю именно, знаешь, скажем так, этимологию, да, там, козылык и казы. Казы это, ну, мясо конина, да, мясо коня. А козылык это же изделие, да? Да, козылык это колбаса, а каза это именно, каза, например, может быть какой-то большой кусок вяленого мяса, которое потом, например, варят и готовят из него бишбармак, да, например, татары так не делают, то есть это вот не татарское, скажем так, блюдо, это блюдо скорее, там, например... Не, ну я видел на рынке вот, и в Башкирии, и в Казани, что вот есть колбасу, каза, есть козылык. Ну, колбасу конскую тоже называют козы. Да, но это просто потому что... Просто перешло такое. Ну да, я не знаю. А почему она такая толстая? Ну, это просто зависит от того, какую кишку ты используешь для того, От кишки зависит. Ну, конечно, это зависит от кишки. То есть, если все правильно сделать, пример, когда вот в Испании или Португалии убивают свинью, то они, если свинью правильно использовать, то в ее кишки помещается, ну, по крайней мере, все мясо, которое идет на все вот обрезки, после того, как они засолили окороки, приготовили на огне какой-то, там, условно говоря, какие-то стейки, да, свой португальский бишбармак, вот, и все это должно поместиться вот во все кишки, которые есть у свиньи, то есть, как бы, получается, что свинья... Кишки не выбрасывают? Нет, конечно. Так и у коня? Так же, как у коня, конечно. Это конская кишка? Естественно, конская кишка, да. И вот как ее готовить? Скажи просто, козылык, как делать? Ну, козылык это продукт чистой воды ферментации, да, если ты вот даже понюхать его, то... То есть берут мясо, ну, такой, крупно нарезают, да? Да, скорее всего, его очень крупно нарезают, засаливают, то есть ему дают сначала первично настояться, чтобы ферментация... Не в кишке. Не в кишке, чтобы она началась, а потом им уже набивают кишку. Запах неплохой, да, очень прекрасно. Это вот, по крайней мере, тот человек, который мне покупал этот козылык в Казани, сказал, что это лучший козылык, но я, в принципе, с ним согласен. Я вот подобный козылык, именно жирный козылык, использовал для того, чтобы приготовить... классно. Знаешь, татарские качо пепе. Знаешь, я готовил. Я делал ньокки из картофеля, и мы готовили ньокки из картофеля и прижаривали козылык
с луком, и получался соус на основе козылка, а не, например, бекона. То есть, например, вот тебе, пожалуйста, используем нетрадиционно обычного козылка, да, который чаще всего нарезают вместе с мясной нарезкой на свадьбу там, или на день рождения, там, юбилей в татарских ресторанах. А это вот вяленый гусь, это еще одна альтернатива хамону. Да. Это вот... Обрати внимание на то, что этот гусь, он как бы вяленый именно в том смысле, в котором, например, татары понимают вяление. То есть он не высушенный, да? Да, он такой жирный. Ты очень часто можно встретить гусей, которые совершенно сухие, и они из-за этого очень сильно соленые, и есть невозможно, и вообще как бы гусь это достаточно жесткое мясо. Да? Каким размером был этот гусь? Насколько он усох? Я думаю, что этот гусь усох на 30%. Как вялят гусей в Татарстане? Их сначала засаливают на сухую, в бочках, да, то есть их как бы наполняют бочку вялеными гусями, а потом их обмотав в марли. Сколько же гусей-то там? Ну, если это большое производство, ну, точнее, большая там семейный подряд, знаешь, когда вот по Татарстану едешь, то часто именно уже весной или в начале лета висят гуси и козылыки. Вот именно рядом с деревенским домом такая деревянная конструкция, на которой висит козылык, гуси, рядом еще кукурузные палочки и машинное масло. Вот, но... Главное богатство Татарстана. Это как бы такая коммерция чистой воды. А то, что вот они сами вырастили, это вот именно гусь висит и козылык. Вот вяленый гусь. А какие с ним традиции? Вот как его едят? Как его, например, очищают от всех этих многочисленных внутренних костей? Его на самом деле просто нарезают тонко-тонко. Прям с костями? Нет, не с костями. Ну, покажи как. Да, ну то есть... И тоже как просто едят его, да? С ним ничего не делают? Просто такая уже готовая... А шкурку едят? Да, шкурку обязательно едят, конечно же. Вот этот гусь, он позволяет себя разделать на определенные части. Мы можем сейчас, например, выделить окорок, да, у гуся. Это никакое там не праздничное угощение, вяленый гусь? Нет, это праздничное угощение. Гусей забивают в ноябре. Татар, да, видишь, какой жир, да? Да. Гуси нагуливают максимальный жир нагуливают как раз к ноябрю, после лета. И и начинается забой в ноябре. На рынке в Татарстане постоянно продают именно вот гусей свежих, потому что это вот сезон как раз таки убоя. Ну как? Вещь, он вот в меру посолен. Потому что раньше я пробовал прям дико пересоленные штуки. Это ж мне еще немножечко. Давай, конечно. Это вкусно, да? Очень. Не хватает немножко татарского красного вина, да? Красного вина татарского? И что, из черноплодной рябины? Да. Мой дедушка, когда был маленький, делал нечто в баночке такой и называл это вином. Наверное, его не хватает. Класс. В общем, мы перейдем к десертам. Да. Потому что... Внезапно. Да. Это тоже десерт? Нет, это не десерт. Давай просто расскажем, не будем пробовать. Да. Что такое? Что это такое? Это краеугольный камень татарской кухни. И это то, что связывает татарскую кухню с французской кухней. Это масло. Правда, масло это топленое. Это масло должно добавлять во все блюда и на нем жарить. И это единственный продукт, который татары используют практически везде. Смазывают им костыбы, добавляют в балеш, смазывают сверху. В общем, используют как угодно. А в чай не добавляют? В чай, наверное, нет все-таки. Ты пробовал чай с маслом, да? Вкусно? Нет, конечно, не пробовал. Вкусно? Вот и все. Никакого растительного в традиционной кухне, конечно же, не было, да? Было вот это вот. Да, потом уже появилось уже подсолнечное, да, после Ивана Грозного и так далее. То есть был только животный жир в основном. То есть татары не были веганами, как ты понимаешь. Вот, поэтому среди татар быть веганом это немножко зазорно. Потому что когда есть такой гусь, такой козылык, как можно быть вообще веганом? Я не понимаю, честно говоря, как можно быть веганом. Много в Татарстане веганов? Ну, у меня есть друзья, да, к сожалению. К сожалению. Ладно, хорошо, не будем углубляться. Да. Давай начнем с каймака или с... Давай с каймак, потому что он... Этот каймак... Да, ну что это такое? Расскажи, что такое каймак? Каймак это жирные сливки именно. Или, как называют их, крем-фреш, например, их называют еще во Франции. То есть это
это то, из чего потом делается масло. То есть это жирные сливки, но именно они обычно не пастеризованные. То есть вот этот каймак, он сделан не из пастеризованного молока, поэтому Роспотребнадзор, наверное, если нас сейчас смотрят, они уже думают, Что ха-ха, им не мы достанется. придем к ним и закроем их. Вот. Не достанется. Что с ним делают, с каймаком? Его добавляют... С каймаком или с каймаком? С каймаком. С каймаком. Его едят с хлебом, добавляют его в суп, в лапшу, например. Его Вместо тоже- сметаны. Вместо сметаны, да. И вообще как угодно используют. Что скажешь? Очень жирно. И очень Сливочно. сливочно, и очень коровье такой вот это вот привкус такой. Вот на колхозном рынке, на центральном рынке в Казани есть такая часть, там где стоят, сидят бабушки или абики, или как кто их называет, и они продают вот молочные продукты. Это вот прямо сколько вот я помню себя, столько вот есть вот это вот отделение на рынке, и вот они продают сюда свежий каймак, яйца, гусей, ну не вяленых, а просто там, ну то есть Еще живых. то, что может быть, то, что как бы вот они у себя на хозяйстве делают в обычных самых сепараторах, таких самых простых, вот то, что у них получается. Потом из каймака, который они не успели продать, они делают масло. И причем иногда, когда каймак подкисает, это получается масло культурное, да, с культурами внутри. И это очень вкусное масло получается. Ну, каймак, знаешь, это еда для богатого татарина. То есть, так же, как вот... Это все самое лучшее из вообще, молока да, вынули, вообще, да, все остальное как бы отдали там телятам, что осталось. То есть, я могу на самом деле сейчас очень много съесть, пока я говорю. Вот, по мне видно, да, что я люблю каймак. Вот, Мне кажется, из него мороженое можно делать легко. Нет? да. Получится? Ну, конечно. Турки очень любят каймак с медом, так ведь? Так. Давай перейдем давай. к меду сразу. Да? То есть вот мед это с пасеки семьи Ибрагимовых. Но не Там- твоя. Нет, это не моя семья. Вот. Но я как настоящий татарин выбрал пасеку, которая фамилия моя, да? Вот. Ну, то есть клановость, там все дела. Вот. Татарский маркетинг. Да. И я не прогадал, у них очень-очень вкусный мед. Это вот конкретно этот мед гречишный. И давай попробуем вот Покажи мне, как татарский это делается. каймак с медом. Татары, как я говорил, любят все такое прямо, все самое лучшее, свежее, все парное. Не надо никакого мороженого делать. Вот Да, так да, вот, да, да? да. Да? Ну, вообще. Классно. Это вот, И вот так вот и едят, да? это вот к чаю. То есть Вот это- у татар нету, у татар Нежно долгое так очень. время не было такого понятия, как, скажем так, десерты меню, да, то есть то, что там какие-то там торты, да, там или еще что-то. А вот они ели каймак с медом, мед или все мы знаем, что Казань была на одном из ответвлений шелкового пути, Ага. и через нее проходило очень много товаров, особенно из Ферганы. То есть очень много сухофруктов, и поэтому татары привыкли к чаю. Да-да. Постоянно это называется желяк-жимеш. Желяк-жимеш это вяленые там фрукты, ягоды. Ага. Это как будто мороженое комнатной температуры. Тут льда не нужно, тут заморозки не нужно, оно прям уже так держит консистенцию, и вот с медом прям бомба. Лучше я скажу. Да, спасибо. Нет, но это действительно так и есть. Ну, учитывая, что еще мед хороший. Да. Вот. А расскажи мне, что такое кырт. Да, кырт- Точнее, я-то знаю, что такое кырт. Скажи всем, что такое кырт. Это же уникальная вещь. Да, это уникальная вещь. Берут обычный жирный творог и кефир или катык. Так. И варят долгое-долгое время на медленном огне или томят в печи по-другому. А пропорции какие? Пропорции, ну, я не знаю пропорции точно, потому что я сколько раз не делал, у меня не всегда, не получалось именно так делать, потому что, есть, видимо, какие-то секреты, которых я еще не знаю, не постиг. И потом приобретает такой красный, такой рыжий цвет. Да, красный рыжий цвет и сладость. Самое главное, что молоко, молочная составляющая в нем карамелизируется и превращается в сахар именно. Ну, его еще, конечно, обычно подслащивают дополнительно, но... Сахаром? Да, сахаром. Вот это конкретно чуть подслащено, да, потому что это все-таки десертное блюдо. Держи. И блюдо. То есть Да. его едят просто так. Его едят просто так, и из него Делают губадью. делают губадью. Ага. Мы, например, в Каме делали из него вареники. И это было, точнее, не совсем из него, а из того продукта, который из него делается Потом расскажешь. следующий. Ага. Да.
И То есть это ставится вот Это тоже- в это конце, тоже- это в конце тоже, значит, еды, да, в конце обеда или ужина. Ставится просто на стол плошечки да, с это тоже закуска, кртом, это да? тоже закуска к чаю. Потому что чай, как у турков, у татар, занимает отдельную часть их жизни. Да. Я такой ел вот в Стамбуле, в ресторане Чия, там вот подают такие специальные такие вздутые лепешки, вот с таким вот тоже кртом. Не знаю, как он по-турецки называется. У него какая-то есть, знаешь, такая, ну, во-первых, такая плотность сыра, Да, немножечко такая, ну да, казеиновая. конечно, потому что его варят Да. из-за температуры. И есть у него сладость, как у изюма какого-то, у сухофрукта, немножечко. Да, есть. Такая вот. Это потому что это все делает время и температура. Да? И поэтому вот он как раз вот в губаде, он отлично с фруктами. Идеально да. просто, да. Потому что они прям вот дополняют друг друга. И корт очень хорошо дружит со сливочным маслом, с топленым сливочным маслом. Да, Вот которое это вот так- пример дружбы их. Да, это пример их не дружбы, а, скажем, очень Любви. страстных романтических отношений. Да? Вот это вот. Да. В общем, Так по виду и не скажешь. этот продукт... Как он называется? Это называется кортламай. Кортламай – Кортламай. это кортное масло. Ну, май – это масло, корт – это корт. Вот. Как он делается? Хозяйка, да, татарская, ей захотелось чего-то эдакого, и она брала чугунный казан с толстым дном, туда клала сахар, песок. Нет, знаешь, правильно все говорят песок, потому что в Татарстане говорят не сахар, а песок. А они кладут туда песок, масло топленое и корт. Я думаю, что это все примерно не один к одному, а где-то, наверное, 2 части корта, и все остальное это масло напополам с сахаром. Прям сразу все вместе. Все вместе, и это начинается очень долго мешаться при какой-то там, низком щадящем огне. Как видишь, он темнее намного. Да. Благодаря тому, что сначала масло начинает подгорать, сахар начинает подгорать, и еще творог. Начинает подгорать. То есть не подгорать, а именно вот карамелизоваться. И получается супер нежная, очень сладкая такая масса. Попробуй ее, пожалуйста. То есть для меня вот это вот ярчайший пример. Класс. У него он похож, такой сливочный, такой коровий тоже. Все самое лучшее у коровы взяли, сахар добавили. Да, то есть это на самом деле пример того, что можно получить из простого молока или творога. Это все-таки, знаешь, некая лимитированность такая. Вот если взять концепцию Nordic, да, всем уже оскомину набившая, да, в России, то по сути своей... Хорошую такую маховую оскомину. Да, можно так сказать, да, из мха. Да. Скажем так, что Nordic это не... Почему-то все считают, что Nordic это обязательно тартар из оленя, там, мох и так далее и тому подобное. Но на самом деле, условно говоря, вот это вот и есть как бы Nordic. Тебе так не кажется? То есть именно то, что... Это такой поволжик, а не Поволжник. Поволжник такой, да. То есть именно супер регионально то, что подножный, условно говоря, корм, который испокон веков уже употребляется в пищу коренным там населением. Да? Не, у меня такое вот ассоциируется как раз с такими реками, как Волга и Кама. Вот это вот такое вот. Еще может быть белое. Может быть, да. Вот такое вот. То, что уже давно известно, то, что давно есть в нашей культуре, и то, что не нужно ничего заново придумать, просто сделать, например, из этого корта вареники, да? Да. И очень вкусно получается. Ну, как бы, это было вот скажем так, один из хитов в Каме. Это были вареники вот с этим, с кортламай. Так смотри, вот если это довольно дорогой продукт, Достаточно дорогой. а это еще дороже. Да, то есть это вот, например... Это же прям деликатес. Прямо скажем, что это стоит 400 рублей килограмм, а это стоит 900 рублей килограмм. То есть это, Ну, тоже на рынке продается, да? Да. Последний продукт у нас остался. Да, Последний, даже не продукт, а блюдо скорее. Да, блюдо. Оно стало попсовым достаточно. Попсовым, потому что стало машинным. Да, машинным нет, его все равно все-таки делают люди, но все его причисляют к исконно татарскому десерту, хотя это не совсем так. Это талкыш-калеве. Талкыш-калеве. Талкыш-калеве это... Это разновидность халвы, по сути. Да, или cotton candy. Да, это Cotton candy. Cotton candy называется. Хлопковая карамель. Хлопковая карамель. Сахарная вата, по сути. Да, так и есть. Да. Вообще, как бы раньше, да, как я уже говорил, Казань была на шелковом пути. Да, и китайцы, вероятнее всего, как я прочитал в одном источнике, принесли сладость, которая называлась драконий волос.
То есть это то, что они... Где-то там надрались с дракончиком. Сюда принесли, да? Да, китайцы брали крахмал с сахаром и тоже делали примерно практически то же самое. Муку с крахмалом, да? Татары все это переначали на свой лад и начали делать толкыш калеве. У них получилось, конечно, я думаю, лучше, чем получилось у китайцев. Потом они... В топленом масле они просто там обжаривают такую муку, да? Получается то, что французы называют ру. Так и есть. Вот. И потом вот это вот альбай служит как бы разделяющим элементом волокна сахарные, карамельные. Толкыш калеве делается с добавлением меда. То есть они это с медом, да, попробуем. Это вот у нас на сайте можете увидеть, как делать толкыш калеве Лилия Байкеева, Лилия Апа из ресторана «Татарской усадьбы» в Казани. Там прямо действо. Ну, это уже какой-то такой более немножко твердый эта штука. Да. Там может быть, не вручную делают. Ту, которую ты пробовал, она, конечно, еще была очень свежая. Поэтому... Да, свежая. Ну и как тебе, что ты скажешь про продукты? Да, отлично. Вот на этом можно что-то построить такое новое. Взять то, что прям самое лучшее есть традиционные, то, что главное люди едят. Да, люди едят. И когда ты сделаешь с ними, например, как ты говоришь, вареники, да, они почувствуют знакомый вкус. Для них это так и говорили, люди об этом говорили. Но понимаешь, есть как бы в Татарстане, когда ты приезжаешь в Татарстан, вот я хотел бы закончить этой мыслью наш с тобой разговор. В Татарстане все-таки, чтобы поесть настоящую татарскую кухню, ну, нельзя, не надо идти в рестораны, надо идти в семьи. Я вот расскажу просто историю. У меня есть родственники в деревне, достаточно глубоко находящиеся в Камском устье, то есть непосредственно прямо в середине, в сердце республики. Когда я уже стал шефом, да, когда я уже начал серьезно относиться к еде на профессиональном каком-то там уровне, я приехал тогда, мы постоянно приезжали на Курбан-Байрам, и чему-то тогда у меня был, видимо, такой эмоциональный фон на то время, и они, значит, накрыли стол. И, как бы, во-первых, все молочные продукты и мясные они делают сами. У них есть теленок, они его забивают, и из этого теленка, например, делают рубленое мясо для пермичей, да, там. Сметанник делается из каймака, который они сами сделали. Каймак, естественно, тоже собственный. И вот я приехал туда, и я был, во-первых, очень голодный, туда дорога 2 часа занимает на машине, достаточно непростая дорога. И мы приехали, и я вот сел, я взял кусок перемича, я его откусил, и я заплакал. Клянусь, я заплакал, серьезно. Потому что, ну, вся деревня сбежалась смотреть. Настолько вкусного, как бы, настолько вкусной еды я, правда, не ел. У меня почему-то это напомнило, знаешь, ну, сразу детство. Ну, то есть, это насколько, это как вот фильм «Рататуй», меня прям пронзил вот этот вкус. Он меня прям пронзил. То есть, и сметанник, я потом взял сметанник и тоже заплакал. То есть, вот такие вот эмоции. Может, тебе просто плакать хотелось? Может быть. Нет, на самом деле, нет, это просто действительно эмоции, которые были вызваны едой. И вот тогда я окончательно решил, что, ну, как бы, я хочу связать жизнь именно с едой, но и тогда как раз я понял, что чтобы такую еду поесть, нужно ехать именно вот в эту деревню, в семью, понимаешь, потому что в ресторане мы в Каме тоже пытались сделать вот этот вкус, и может быть даже у нас что-то получалось, но все-таки в Татарстане культура общепита, она немножко другая, то есть совсем не такая, как, например, в Москве или в Санкт-Петербурге. Тут еще дело в том, что вот эти все продукты, ну, может быть, грива покажется немножко, хотя нет, ничего не... Они очень, как бы, близки русскому вкусу, они понятны. Человек, который не привык к этим продуктам, он пробует, он чувствует что-то, какую-то некоторую необычность, да, но он чувствует одновременно что-то знакомое, потому что русская и татарская кухня, они довольно близки. Очень близки. Потому что татарская кухня много чего дала русской, как и русской, да. Так что приезжайте в Татарстан. Вот, и что я хочу сказать? Я хочу, чтобы в Татарстане делали бы эти продукты как-то побольше, что ли, чтобы их можно было попробовать не только там в Татарстане. Ну да. Вот есть у нас магазин на Бахетле, но там половина этого... Без комментариев. Без комментариев. Вот, это были татарские продукты, это был Булат Ибрагимов. Спасибо. Шеф ресторана «Южане». Роман Лашманов. В некотором смысле татарин тоже, да. Пока-пока. Сава Булгас. Класс.
Кому козылык?